В главном бою большого боксерского вечера на ринге сошлись остинский боксер Мурат Гасиев и француз Энгин Каракаплан. Это настоящая битва сильнейших тяжеловесов за титул интерконтинентального чемпиона мира IBF по боксу. Остинский спортсмен не подкачал, обещал драться до конца и слово свое сдержал. С самого начала боя Ирон взял инициативу в свои руки. Показалось, что даже соперник в замешательстве. Итог: на победу ушло 99 секунд. Я всегда выхожу за нокаутом, неважно в первом раунде, в последнем я всегда заряжен на удар. Ну и также я готовлюсь на всю дистанцию 12 раундов. Получилось нокаутировать его в первом раунде. Я доволен. Если бы не получилось, я был готов отбоксировать всю дистанцию. Пока, если честно, ничего не чувствую. Я думаю, пройдет несколько часов. Я почувствую то, что я стал интерконтинентальным чемпионом мира. Но это только один день радости. Завтра все это пройдет, я отложу титулы в сторону и продолжу усердные тренировки, потому что впереди меня ждет титул чемпиона мира. С первых минут Каракаплан начал пропускать коронные и страшные прямые Гасиева. Двумя точными ударами в голову он отправил пошедшего в атаку соперника на ковер. Но француз поднимается, однако дотянуться до Гасиева по-настоящему ему так и не удается. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Эффектная победа остинского боксера. Хотел, чтобы было хотя бы несколько раундов, и чтобы Мурат настроился был агрессивным. But he was able to land a very good hook, and I'd rather do this than take a chance of getting a cut or getting hurt. Но получилось так, что получился очень хороший удар, и все сложилось таким образом. So a win is always important, and it's the first step towards a championship. Победа – это очень важно, особенно на таком соревновании. Про Энгина Каракаплана мало что знали в Северной Осетии, поэтому букмекеры причислили его к аутсайдерам. Однако поговаривали, что француз неплохо держит удар, а благодаря преимуществу в габаритах может навязать свой рисунок боя. Боксер из Франции был очень мотивирован. Это было видно еще вчера на взвешивании, когда боксеров, как говорится, глаза в глаза, да, они смотрят. То есть такая психологическая дуэль была в преддверии поединка. Он был очень мотивирован, видно было, что хочет выиграть. И видно, что это, несмотря на то, что бой завершился в первом раунде, это не чайник, как говорится. Это серьезный боксер. Просто послужной список Мурата Гасиева, он сам за себя говорит. Француз встал, хотя ему было тяжело, но тем не менее он встал с помоста, с настила ринга. Он хотел продолжить бой, потому что чемпионский бой — это как бы, может быть, раз в жизни такой шанс. Он это прекрасно понимал, но здесь рефери принял решение остановить бой, потому что он видел, что видно было, что француз даже пошатывался, он не пришел в себя, а в таких случаях бой продолжать категорически запрещается. Потому что главное – это здоровье боксера. Помимо главного состязания, в этот вечер прошли еще 5 боев. Первыми на ринг вышли любители, дальше в дело вступили профессионалы. Силу удара Мурата и Ирон Гасиева знают все соперники. Теперь на счету звезды мирового бокса 19 побед на профессиональном ринге, 13 из них нокаутом. В послужном списке спортсмена ни одного поражения. Состоится ли матч-реванш, пока неизвестно. Земфира Улаева, Елена Черенкова, Ацамаш Шипшев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.